Пророк Мухаммед на самом деле упоминается в Библии. Нет, это не так. В Библии есть много пророчеств о нем, но одно действительно классное. Нет, это не так. Но давайте продолжим. Пророк выступил из Медины вместе с 10-тысячным войском. Запомните фразу «10-тысячное войско». Во Второзаконии Моисей дает пророчество. Нет, это не так. Это благословение, которое Моисей дает Израилю, рассказывая об их путешествии по пустыне. Это не пророчество. Господь пришел от Синая. Синай находится в Египте, и это о Моисее. Нет. На самом деле речь идет о Яхве, явившемся Израилю на горе Синай и явившем свою славу. Зашел над своим народом от Сеира. Сеир находится в Палестине. Речь идет о пришествии Иисуса. Нет и нет. Сеир на самом деле находится в Едоме, на территории народа Исава. Израиль прошел через Сеир, чтобы попасть в землю обетованную. Это не имеет никакого отношения к земному служению Иисуса. И он восстал с горы Паран. Речь идет о пророке Мухаммеде. Эй, помните то облако, которое опустилось на гору Синай? Так вот, это же облако опустилось на Паран вместе с Израилем по пути в землю обетованную. Это Бог, путешествующий с Израилем. Теперь смотрите заключительную часть. «И он пришел с 10 тысячами святых. Из его правой руки вышел огненный закон для них». Это буквально о пророке Мухаммеде, пришедшем с Хораном, и 10 тысяч мусульман, которые были с ним. Это Яхве, грядущий законом Завета Торы, с мириадами своих ангелов. Вот почему Библия говорит, что закон был дан через ангелов. Но, если вы хотите сказать, что Мухаммед — это Яхве, Бог, который путешествует с Израилем по пустыне, тогда будьте моим гостем.